Здравствуйте, уважаемые зрители! Тема сегодняшнего видео: что вам нужно сейчас услышать. Видео актуально как для мужчин, так и для женщин в любой момент на момент просмотра видео. Мужчины, пожалуйста, переворачивайте информацию на себя. Для начала, по традиции, мы посмотрим ваш портрет, кто вы, кто пришел на расклад, и если с вами резонирует, то продолжаем смотреть дальше. Если не резонирует, ничего писать не нужно, вы можете посмотреть другие видео на нашем канале или на канале других авторов. Гадать сегодня мы будем на данной колоде, которую вы сейчас видите на экране. Небольшое объявление. Сейчас длинные видеорасклады из нашего канала Ведаскара, из YouTube, параллельно загружаются в телеграм-канал. Подписка на телеграм-канал стоит 333 рубля в месяц. Можете или только на месяц подписаться, или выбрать удобный для себя тариф. Ссылка на телеграм-канал находится под видео или на экране перед вами QR-код, который вас сразу же перенесет на телеграм-канал. Спасибо. Итак, продолжаем наш расклад. Сейчас расслабьтесь, ни о ком и ни о чем не думайте. Думайте только о себе. И мы начинаем. Посмотрим ваш портрет. Кто вы, кто пришел на расклад. От вас идет харизма. И то, что бросается в глаза, это харизма. Очень активная, здесь очень такая приятная внешность. Женщина, которая вкладывает в себя, любит красивые наряды. Возможно, даже любите и вкусно поесть. Любите вокруг уют, красоту. Цветы любите. За вами очень сложно угнаться. Вы куда-то постоянно убегаете, спешите. Бывают люди, которые долго думают или медленно. Вот вы очень все быстро. Быстро схватываете на лету. Быстро перевариваете какую-то информацию. Очень сильная. Здесь показывает женщина все сама. Самостоятельная. С самого детства самостоятельная. Если вы в отношениях, вы здесь ведете отношения. Вы шея, муж, голова, но вы умеете очень четко управлять. Может, даже иногда и женские штучки, манипуляции. Вы сильны, а около вас какие-то слабже мужчины или моложе. Тут и незрелость может быть. Вы ведете. И тут человек, который любит свободу, которого нельзя держать заперти, или это нельзя. Вы все равно будете делать по-своему, или вы плюнете и уйдете. Надо вас слушать, надо к вам прислушиваться. У кого-то здесь может быть, что вы распоряжаетесь бюджетом самостоятельно. Например, муж приносит деньги, а деньги находятся у вас. Или же здесь может быть, что женщина, которая сейчас самостоятельно одна, может быть. Но здесь вот какой-то вот бюджет в ее руках. Очень обольстительная, ну такая кокеточка, конфетка. Для мужчин вы вкусная ягодка. У вас, я говорю, вы тянете, знаете, чем? Вот здесь есть какие-то, я бы сказала, еще комплексы, что-то вам в себе не нравится. На самом деле, самая главная ваша фишка – это ваша харизма. Вот это притягивает мужчин. Да, если вы полненькая, например, и хотите похудеть, думаете, что станете лучше, да какая бы вы ни были, я вам скажу, здесь от вас прет харизма. Вот это берет людей, мужчин, противоположный пол. Очень сильно. Здесь красота вот именно в вашем таком поведении каком-то. Загадка вы для мужчин, дьяволица. Я бы сказала, женщины могут ревновать даже своих мужчин по отношению к вам. Отталкивать вас. И здесь показывает человека, у которого свой какой-то собственный мир. Здесь могут женщины быть стрельцы. Ну или по натуре своей такие. Куда-то вы рветесь, мчитесь, вас не догнать. И здесь показывают, что у вас даже мысли ваши очень, вы быстро так думаете. У вас за мгновение может быть куча мыслей. Или куча в голове перерабатываете каких-то дел. Успеваете все. Возможно, даже преуспели, есть достижения в этой жизни. Есть какие-то заслуги. Возможно, у кого-то даже медали есть. Но вот ваша сфера вещать, ваша сфера делиться, вот эта харизма, это ваш конек. Да, здесь может быть человек, которому присуще или который бы мог быть хорошим оратором.
Но я вам скажу, вы человек, который не привязывается к отношениям. Если вас что-то не устраивает, я говорю, вы захлопнете дверь и пойдете. Плевать вы хотели. Не будете вы терпеть кого-то, чьи-то нюни. Вы такая резкая и бесповоротная уже. Все. Отрезала, ушла и назад уже не вернусь. Вы не возвращайтесь к прошлому. Тут только вперед. Семейные могут смотреть люди. Таинственные, загадочные такие. В то же время есть у вас какой-то определенный родовой по роду дар. У вас кто-то по роду тоже занимался чем-то. Возможно, даже были колдуны, черные колдуны. Я вам скажу, вы для людей, у вас очень хорошо работает интуиция, и у вас для людей, у которых какие-то есть психические проблемы или, в принципе, проблемы в жизни, вот хочется сказать, у вас есть таблетка от всего. Это послушать вас достаточно. И вы еще человек, который может бескорыстно помочь. Вы человек, который, он знает, да, что, то есть вы знаете, что мне, если я даже помогу, да, в любом случае мне это вернется. И когда в моей жизни наступит какая-то ситуация, мне это вернется, и мне тоже помогут. Знаете, очень сильно вы поменялись, разрушили на самом деле какие-то привычки исчезли из вашей жизни, вредные привычки, или же разрушились какие-то... Вот вы раньше думали о чем-то определенно так должно быть, а у вас произошла какая-то картинка в жизни, которая разрушила видение того, как вы раньше думали об этом. Вы думали, что семья – это муж, жена и дети. Но сейчас вы можете, например, понимать, не обязательно все, да, я говорю то, что что-то такое поменялось, о чем вы думали раньше, а сейчас уже не думаете так. А сейчас понимаете, что, да, кому-то даже легче и одному быть, на самом деле. Вы несете в себе какой-то порядок, скорость, здесь еще момент идет. Ну, любите вы себя. Вы себе, кстати, не отказываете ни в чем. Вы себя сейчас ставите, возможно, на первое место. Забота о себе. И закрывайтесь от кого-то. Тут показывает, что вы не хотите, чтобы кто-то о вас что-то знал. Определенно какие-то люди или какой-то человек. Какую-то информацию скрываете или сама скрываетесь от этого человека. Не хотите вы, чтобы он был в вашей жизни или она. Вы сейчас, знаете, вот как спрятались, но вы что-то делаете, чтобы никто ни о чем не догадался. Стремитесь к какой-то независимости сейчас. Притом, знаете, здесь женщину показывают, которая могла работать одновременно на нескольких работах. Здесь для нее очень важна стабильность, важны финансы и гармония. Вы и то смотрите. Умеете взвешивать, умеете вести расчет, умеете, кстати, договариваться. Возможно, даже вы еще человек такой чувственный, близко принимаете чьи-то проблемы к сердцу. То есть кто-то вам пришел, поплакался, но вы это, знаете, как прожили сами. Такая добрая вы. Очень много помогаете людям. Да, так бескорыстно вот именно показывают. Кстати, есть такие в вашей жизни люди, которым вы когда-то помогли, они вам, хочется сказать, насрали в ладошки. Вот так вот. То есть повернулись одним местом. Зависть какая-то от людей. Вы очень сильно выросли. За последние годы особенно, да, вот даже короткий период здесь взять, очень много каких-то у вас знаний. Здесь момент проявления какой-то даже внутренней силы.
здесь прирост чего-то, здесь какое-то обновление, здесь все в одном просто идет. И вы, можно сказать, себя отточили. Сейчас женщина здесь императрица. Я вам скажу, вы королева бала. Вот так вот. Вы ведете. На самом деле, вам и в одиночку не так-то будет сложно, потому что вы уже в чем-то привыкли, да, нести одна или же выполнять, например, много функций в одиночку. Здесь может быть даже мама, на руках которой дети, да, и все тащит на себе. Вот в какой-то степени есть у вас усталость, но вы стараетесь, знаете, не сбиваться с пути, вы стараетесь не падать духом. Ухаживаете очень за собой, за своей, возможно, даже внешностью, вот так вот. Наряжаетесь куда-то, любите вы красивые наряды, любите вы, кстати, я и говорю, и вкусно поесть, хорошо пожить, то есть наслаждайтесь для себя. Вы поняли, что вклад в кого-то это бессмысленно. Здесь женщина осознала, здесь какая-то ясность уже пришла. И у вас уже такой взгляд, он не наивный взгляд, он именно со смыслом такой взгляд, мудрый и пронзительный даже в какой-то степени. В вашем взгляде можно увидеть, что вы что-то пережили сложное. Но здесь такая женщина держит марку, у вас есть гордость. Вы, знаете, не любите подачки, вы не любите бегать за кем-то, за мужчинами, например, да, добиваться их или же названивать им первой. Вот здесь есть женская гордость. Здесь даже такое гордое одиночество может быть. Но вы не будете ни за кем бегать. Здесь показывают крепкое женское здоровье. Крепкая носительница вот какого-то дара. 100% здесь какой-то дар вы в себе носите. Кстати, можете и лечить, возможно, да? Может быть, кто-то не только колдовал, но еще и лечил. Именно породу имею в виду. Так, смотрим дальше. Что вам нужно сейчас услышать? Вас могут недолюбливать, но вам все равно. Или преграждать дорогу, вы все равно идете дальше, вы добиваетесь своего. Кстати, здесь есть в вашем окружении такие люди, которые вот смотрят на вас и завидуют. Сами бы хотели так же вашу жизнь скопировать. Им кажется почему-то, что вы сидите, вам все легко достается, ничего не делаете. Вам дарят подарки мужчины. Ну, такая женщина с накоплениями какими-то. Причем от кого-то эти накопления. Не вы заработали и накопили, а кто-то подсуетился, помог вам в чем-то. И вы это имеете что-то. Возможно, даже недвижимость. Также считают, что, знаете, кому-то бесит ваша независимость. Вот такая вот делаю, что хочу. Да, такая. Тоже так кто-то хочет. Быть независимым, делать, что хочу. Здесь, кстати, считают, что, смотрите, вы, может, колдуете, кто-то даже проверяет информацию о вас. Колдуете ли вы на этого человека? Молодой или моложе вас. Вы защищаетесь или под защитой стоите. У кого-то была защита, да, кто-то делал чистку, например, ставил защиту. Но здесь вы пользуетесь и какими-то ритуалами, практиками. Возможно, даже, вы знаете, верите в какие-то еще приметы. Здесь показывают, что общество с вами вообще вот как-то в разногласии идете. Недопонимают. Вы какая-то другая. Возможно, вы для кого-то иностранка. Также здесь идет момент о том, что вы, знаете,
определенно что-то есть, какие-то действия в вашей жизни. Делаете вы что-то, что-то получаете, да, такая хваткость какая-то. Считают, что вы корыстно, но в то же время вы просто хваткая, вы не упускаете возможность, если вам дается. Здесь могут думать о корысти и считают, что вот вы бежите, да, и быстрее что-то забираете или успеваете. Но здесь ваша активность, и даже здесь проявлено, что вы очень активны. Не упускайте даже каких-то денежных возможностей. Также всегда видят вас при параде или же постоянно у вас какие-то, да, что-то такое на вас есть, что воспринимается именно людьми как зависть, завидуют вам. Одежда, например, аксессуары какие-то или что-то, что является моментом зависти. Купили машину или, да, что угодно может быть. Но считаю, что какой-то спонсор о вас заботится. Притом, знаете, тут кто-то реально прослеживает вас у кого-то. Вот ходит и спрашивает у вас, не магичите ли вы, не делаете ли вы что-то плохо. Почему-то кто-то считает, что вы можете как-то влиять на этого человека. Магически именно. Так, что вам нужно сейчас услышать? Перемена изменится, ну, здесь такое переменчивое. Здесь какая-то дорога, но у вас изменится планы, вы хотели ехать туда. Вы собирались, возможно, даже планировали, рассчитывали что-то, но пока не время. Она или не удастся просто, или вот именно даст вам понять, что пока не стоит туда ехать, куда-то вы отправляетесь. Или переезжать, или ехать. Что-то начнет ломаться. Вас это остановит. Вы поймете, что вы еще что-то должны сделать здесь, где вы сейчас находитесь, живете, что-то вы не доделали до конца. И здесь еще пока опять дороги. Вы очень хотите в эту дорогу. Или хотите куда-то отправиться. Нет, придет определенно какой-то вам сон, ясный сон об этой дороге. Здесь показывает дорогу к мужчине. Пока не время. Или через мужчину. Но пока не время туда ехать. У вас здесь все решится наилучшим образом. Вот здесь, где вы сейчас. Также здесь момент идет, что вы устали. Вам нужно сейчас набраться терпения, сил, энергию туда направить, в денежное русло. Не в чувство, не в любовь. Потому что показывает какого-то человека, может быть, начнется какое-то общение, легкое такое общение с этим человеком. Вы можете влюбиться или что-то подумать, да, долго думать о нем или много думать о нем, возможно, даже и гадать. Лучше это время посвятите каким-то своим денежным делам, своей работе, заработкам и так далее. У вас из этого будет больше денег, больше финансов, больше возможностей. Здесь момент какой-то вашей стабильности. То есть не стоит сейчас это время тратить на какие-то чувства, потому что кто-то появится в вашем окружении, с кем, о ком будут у вас мысли постоянно. Причем здесь любовного характера, или человек понравился, или внешность понравилась, что-то вот, да, притянет к этому человеку, и вы будете постоянно о нем думать. О нем не думайте, думайте о деньгах, о работе. Вот на это держите сейчас фокус. Кстати, вас потаенно кто-то, я говорю, ненавидит или вот завидует именно вам, в тайне держится или на расстоянии от вас. И о себе не дает информацию. Или же по Луне можно еще сказать, что на кого вы думаете ваш враг, нет, это не тот человек, а как раз-таки тот, о котором вы даже и не подозреваете.
Человек какой-то думает о вас, именно завидует, скрывается по Луне. Скрывает свое лицо, скрывает, например, даже свое посещение у вас на страничке, да, или скрывает именно свои какие-то эмоции по отношению к вам. Так, смотрим дальше. А вам так хочется чувств, смотрю, каких-то эмоций, таких романтичных хочется. Не получается у вас что-то в любви. Даже, кстати, вот смотрите, вы можете быть в паре с кем-то, но оба два смотрят в разные стороны. У обоих есть какое-то даже душевное, я бы сказала, разочарование, а у кого-то вообще вот долго чего-то не было. Каких-то моментов, и вот знаете, как душа обнищала, да, из-за этого. Скучаю по любви, скучаю по каким-то вот именно эмоциям. Женщина даже вот здесь показывает человека, который что-то пытается с собой делать, как-то, может быть, поменять свою внешность, чтобы привлечь внимание к себе какого-то человека. Но человеку, как говорится, по барабану. Человек о чем-то своем думает, не видит, не замечает, что важное ему дано в жизни. Вы золото для него, вы для него ресурс, вы для него все. Да, здесь показывают, кстати, такую практичность какую-то в вас. За вами как за стеной, да притом вы такая стабильная женщина. Но знаете, из-за того, что чего-то долго у вас не было, вас туда тянет в какие-то эмоции, проявление чего-то такого приятного. Вы иногда бываете, кому-то уступаете даже, но человек не обращает внимания. Сидит себе о чем-то своем думает. Эгоист. Вам говорят здесь карты, не обращать вообще внимания, ни за кем не бегать, или же не пытаться как-то, да, пытаться казаться в чьих-то глазах красивой, хорошей или еще какой-либо. Здесь думайте о своих ресурсах. Здесь они на самом деле сейчас играют важный момент в вашей жизни. От этого заключается ваше будущее. Вы думаете о каком-то мужчине или, может быть, даже обижаетесь, что мужчина к вам не проявляет каких-то эмоций. Он и не будет проявлять. Это истукан, это просто человек, который в чем-то застрял. Вам не нужно с этим сидеть, потому что застрянете и вы. Он застрял, пусть сам оттуда и выбирается. Вы вытаскиваете себя, понимаете? Почему-то идет момент о сохранении ресурсов. Защищайте свои ресурсы или не делитесь с ними. Защищайте. Не давайте пользоваться и манипулировать вами. Вообще нельзя. Кстати, когда вами начинают манипулировать, а вы идете под влиянием, у вас сразу же вот как убытки происходят какие-то. Или, знаете, вот есть такие покупки, ты купишь, а думаешь потом, зачем я это купила? А еще стоило это дорого. Да, вот какая-то утечка именно финансовая идет, как сквозь пальцы. Вроде бы ничего не покупала, а денег уже нет, тоже еще может быть. Вам причинил какой-то человек здесь душевную боль, возможно, даже, я бы сказала, вот вы когда-то могли его застукать или же в чем-то поймать, на измене, например, на предательстве, на каком-то обмане. И до сих пор сердце не верит этому человеку. Что бы ни происходило между вами, как бы человек не отрицал что-то или не пытался сгладить вину, вы его держите в списке, в черном списке или в списке врагов. Вы не доверяете ему. Но есть надежда у вас какая-то, да, что будет лучше. Не будет лучше. Человек дальше будет причинять боль. Этот человек нестабилен. Вообще здесь идет и нестабильность в психике. Я бы сказала, здесь может идти человек больной, психически больной. И здесь нету какой-то целостности. Здесь нету каких-то общих целей. Здесь вот вы и есть со своей целью, а у мужчины нет никаких целей. Да, вот какой-то
как говорится, не пришей к одному месту рукав. Вот так вот. Чемодан без ручки. Но тут сразу говорю, что идут какие-то перемены. Знаете, сейчас может быть такой период в вашей жизни, когда ничего не меняется, ничего не происходит, а так хотелось бы какого-то движения. Вы привыкли к каким-то движениям, вы по жезлам идете, да, и активное, и любите изменения, трансформации и прочее. Здесь, да, идут перемены, но опять-таки, с кем вы находитесь, кто вас тащит вниз, вы никогда не получите большего чего-то. Да, когда вы оставите таких людей, я бы сказала, даже токсичных людей, которые засоряют это энергетическое пространство ваше, то здесь сразу же начнется какое-то движение. Вас реально как будто бы кто-то тормозит. Кому-то стоит просто обратиться к вашему роду, помолиться, например, или принять меры, например, 9 дней подряд читать Псалом 90. Если вы видите что-то сложное, не получается, или как бы вы ни старались, да, при том ничего не получается, нету какого-то движения, стопор, все стопорится. Прочитайте 9 дней подряд Псалом 90, или попробуйте поработать на практике аффирмации. Почитайте какие-нибудь аффирмации перед сном, вечером, или же во время ходьбы. Здесь показывают, что, знаете, после аффирмации или после каких-то практик в вашей жизни произойдет исчезновение каких-то людей. Они исчезнут с вашего горизонта. Раньше звонили, писали, общались, а потом резко прекратите с ними общение. Даже не вы, так сложатся обстоятельства в вашей жизни, что разведут вас от этого человека или от этих людей. Здесь сейчас идет проработка своих каких-то но здесь был какой-то кризис в детстве в чем-то. Это психологически осталось у вас, закрепилось в какой-то степени. Но здесь идет проработка этого понимания, что к чему, что надо делать, как собой заниматься или как это исправить. Какая-то, может, даже корректировка. И это получается. Получается работать. У вас есть какая-то определенно жесткая дисциплина над собой. Вы себя вот в какой-то степени, как пса на поводке вводите. Да, вы что-то себе разрешаете, а что-то нет, хотя хотелось бы. И при том, заметьте, когда идет эта дисциплина, у вас все начинает получаться. На вас нападают, потому что вы очень везучая или успешная женщина. Или вам фартит постоянно в чем-то. На вас даже ополчаются, на вас готовы, знаете, закидать и помидорами, или же сожрать, вот как волки такие люди. А вы молитесь, молитесь. И вас это обойдет, минует. Даже минует чья-то злобная, я бы так сказала, зависть. У кого-то здесь острая такая слежка за вами. Разговоры, возможно, проникновенные какие-то, чтобы вы о чем-то своем личном рассказали. Вот и через это могут идти какие-то манипуляции. Или, да, найти ваше больное уязвимое место, чтобы ударить по нему больно. Человек такой смазливый, наличка, может быть, вполне себе даже милый, но внутри дьявол сидит. Даже прикидывается глуповатым или ребенком, да, здесь есть какие-то детские качества. Тут ждут вашего падения. Общество ждет, когда вы упадете, слишком вы хороша. Или сделаете какую-то ошибку. Почему-то идет слово выгнали. Выгнали с работы. Да, откуда еще? Выгнали с дома. Ну вот как-то так, чтобы вас кто-то выгнал откуда-то. Или попрощался с вами. Вы же сама, смотрите, умеете очень хорошо влиять, возможно, на все 4 стихии. Да, и впору, возможно, может на самом деле очиститься, заняться чистками. Кто-то уже здесь очищен, очищается, по крайней мере.
Я бы даже больше посоветовала сюда практику аффирмации. Это эффективно, и это быстро работает, нежели чистка. Хотя чистку, почему нет, никто не отменял, хотя бы раз в 2-3 месяца почиститься. Чистка есть в телеграм-канале, в закрепленных. Ведескара, официал канал. Телеграм-канал. Вы знаете, с вами кто-то понимает, что нельзя переходить границы, перечить, или же вот чуть кто-то проговорится о чем-то, вы сразу же или перестанете вообще общаться, хотя кому-то выгодно с вами общение. Выгодно, именно выгодно. Из-за выгоды держится. Вы стараетесь свои выгоды, свои плюшки какие-то закрывать от людей. Не делиться ничем, ничего. Это мое. Да? Сконцентрированы сейчас полностью на себе. Возможно, даже не общаетесь вообще сейчас ни с кем. Здесь даже такая дама, у которой в голове есть какая-то работа, но вы еще эту работу разделяете еще с чем-то, возможно, с какими-то обязанностями. Здесь выходит человек-жертва, который все ношу на себе несет. И работа, и дети, и дом, и хозяйство, и все. Поверьте, у вас появится в жизни человек, который будет вас любить и ценить. Не тот, с которым вы сейчас находитесь, не тот. Человек в погонах. Человек, кстати, полиция, может быть. Юристы, адвокаты, права человека. Очень сильно любить, ценить вас. Здесь показывают, что вы в руках этого человека девочка, хотя вы такая женщина, понимаете, императрица или же женщина, да, в целом, где много жезлов, которая сама берет ответственность в свои руки. Она уже потому что так привыкла. Показывает, мужчина вот это все сгладит. Вы почувствуете себя с ним принцессой. Умный мужчина, очень умный. Кстати, постоянно вас будет чему-то учить. Но он в вашу жизнь пришел для того, чтобы вас любить, да, подарить вам чувства и чему-то научить. Через него, возможно, могут быть какие-то даже духовные здесь уроки идут. О боли вы забудете от какого-то прошлого мужчины, который делал больно или разрушил мнение о себе. Вы думали о нем одно, оказалось, это вообще плохое что-то. Так. Опять-таки говорят, займитесь какими-то своими делами, деньгами. Не стоит отказываться от каких-то денег, ресурсов, от деятельности вашей, работы. Даже если вы будете находиться в отношениях, где вроде бы как муж очень хорошо зарабатывает, а мне можно дома посидеть, я вам скажу, самое лучшее иметь это при себе, потому что, дабы не забыть, дабы быть независимой, на всякий случай, почему нет. Или работать так, как вам нравится. 10 дней выходной, да, 1 рабочий, вот как-то так. И у вас все получится, или у вас все будет. Здесь показывают, и, знаете, в отношениях, что будет самое приветствоваться, это то, что мужчина не будет постоянно в какие-то ваши мелочи сувать нос. Потому что у вас кто-то из бывших постоянно сует нос. Что вы купили, куда вы пошли, зачем накрасились, может быть, даже до мелочей придирался. А вот этот мужчина, вот знаете, чувствует в вас женщину, мудрую женщину, которая знает, чего хочет, которая, знаете, за нее не надо бояться, как за ребенка, да, и постоянно его тыкать носом. Вы такая уже знаете, у вас опыт, у вас уже все наработано. И вам по 10 раз одно и то же не надо повторять. Вот это понравится. Ваша даже какая-то гордость, женская гордость. Здесь наслаждение чувствами. У кого-то, кстати, момент медового месяца будет. Вы еще помолодеете, на лет, хочется сказать, 20, пойдете на дискотеку танцевать, да? Но при том свои деньги будете иметь у себя, и не только свои. Но и муж будет вкладываться в вас. Благодаря его чувству любви к вам у вас будет все получаться. Слушайте, вы без любви, как без бензина.
Да, машина не едет без бензина. Вы также без любви. Ничего не хотите, вам ничего не надо, даже деньги не надо. Вы хотите любви в первую очередь, чувств, эмоций. Уже не верите в любовь. Поверьте, любовь будет на другой территории, но не сейчас. Сейчас не время переездов. Сейчас время здесь быть, находиться и сейчас. У вас какие-то перспективы сулят. Да, денежные перспективы. Лучше что-то, чем было. Или дополнительно что-то, что принесет вам популярность, знаменитость, исполнение желания, мечту. Ваша мечта исполнится, заветная мечта. Момент такой радости идет от исполнения этой мечты. Вот здесь надо быть, в этом моменте, а не искать себе мужа. Это все будет попутно. Оно само придет. Вам об этом не нужно ломать голову. Деньгами занимайтесь. Стройте. Тут показ денежные мысли. Здесь показывают, когда голова чем-то забита. Таким, что... Притом это, знаете, какое-то развитие вас идет. Даже мысли о том, как заработать, развитие. Какой-то мужчина вам будет помогать, или тоже будет инвестор, вкладываться. Да, то есть здесь момент совместного чего-то может быть. Мужчина тоже какой-то, или поможет вам в чем-то, в вашей карьере, в вашей работе. Кстати, вот здесь женщина, которая становится с каждым днем или моложе, или краше. Вот что-то такое идет. А вы можете в этом сомневаться, что вы какая-то не такая. На самом деле вы четкая женщина. У вас есть все. У вас есть и не только... Но здесь харизма прямо аж прет. Вот это очень сильно вовлекает к вам всех. Не только мужчин, но и женщин. А женщины, кстати, могут вам завидовать на самом деле. Что вы такая, можете к себе кого угодно поманить пальчиком и придет. Да. Но от вас, кстати, идут позитивные эмоции. Кто вас знает, кто с вами общается, здесь могут быть момент друзей. От вас идут одни позитивные эмоции. Возможно, даже юмор. У вас очень классный юмор. С вами весело проводить время. С вами не скучно. Вас хочется даже позвать в какие-то приключения. Здесь кто-то боится о том, что я ее сейчас обману, а она обманет меня. И будет безвыходная ситуация какая-то. Думает о том, как вас обмануть или скрыть от вас что-то. Да, скрыть. Чтобы вы об этом не узнали. Рано или поздно что-то всплывет наружу об этой тайне, об этом скрытии. Всплывет правда, или человек проговорится, или вам кто-то донесет информацию об этом человеке, знаете, который хотел обмануть. Правда, нехорошо получится. Я вижу, что и у вас скукоженное личико, и у этого человека по поводу его обмана. Не ожидали такого ножа в спину. Я к тебе по-доброму, по-хорошему, да, ты со мной воевать решила. Или решил, или решила. Это может быть даже человек из вашего коллектива, рабочие моменты. У вас будут деньги какие-то на какой-то путь, на какую-то дорогу, возможно, даже на отдых. У вас будут на это финансы. У кого-то детские пособия, реально детские пособия. У кого-то, да, вот именно что-то, здесь дети присутствуют. Или совместная поездка с ребенком куда-то. Может, хотели куда-то поехать, мечтали, вы поедете. Самостоятельно поедете. Или с ребенком, или с детьми. Здесь показывают, что вы на пике не только славы по карте звезда, да, здесь выходит императрица. Вы женщина в ресурсе, вы женщина, которая ни в чем себе не отказывает, возможно, многое, что может позволить, и даже дорогое. Вы даже, знаете, по правам такая, все привыкли жить по каким-то правилам, законам, да, а вы такая, если вам что-то не нравится, вы не хотите, вы выдергиваетесь оттуда, вы убегаете или уходите с гордо поднятой головой.
Вот здесь вот что-то будет происходить в вашей жизни. Все как все, а я белая ворона. Ясно всем? Вот как-то в таком духе. И будете что-то делать. Притом вы такая, знаете, вот ваша харизма, ваше вот это выделение из общества, белая ворона, оно несет в себе, вы даже, вот как хочется сказать, тренд какой-то, новшество. Да? Люди такое не встречают. Здесь в совокупности складывается все. Ну, императрица – это женщина, в которую входят все 4 стихии, или которую слушают все 4 стихии. И вы, возможно, знаете, в какой-то степени манипулятор, в какой-то степени ведущий. Вы людей ведете за собой. Притом здесь может присутствовать даже какая-то, сколько, да, у вас много денег, но вы скромны. Вы не показываете, вы не выпучиваете. И людям доставляет это удовольствие от того, что вы бы могли позволить, но вы настолько скромны, да, что вы не кичитесь этим, и это выглядит со стороны очень красиво, элегантно, или же даже с респектом относятся, уважают вас, что вы такая. Мужчина, который давно уже ушел из вашей жизни, хочет с вами встретиться. Вы не хотите, вы вообще прошлое никогда не ворошите и не хотите этого. А он хочет вернуться к вам, заявить о себе, дать о себе знать, признаться в каких-то чувствах, что он вас любит, что вы ценный подарок в его жизни, который был. Да, здесь все-таки человек вас заценил, особенно на сегодняшний день. Он видит вас, он видел в вас потенциал, но и сейчас видит какие-то результаты этого потенциала. Гордится даже в какой-то степени, хочет к вам вернуться. Но он паш, очень влюблен. Он вспоминает ваше знакомство или вспоминает ваша первая ночь, например, да, или что-то вот в таком духе. Какая-то ностальгия человека посещает. Человек хочет привести в порядок свою жизнь. Почему? А потому что он ушел из каких-то отношений, недоверительных отношений, где он не верит женщине. Потому что женщина врет или солгала. Он уже не хочет быть там. Он хочет к вам. Возможно, кстати, будет встреча с этим человеком. Или человек еще даст о себе знать, объявится в вашей жизни по колеснице. Возможно, у кого-то даже приедет человек. Но вам не стоит ждать. У вас показывают другого человека. Вы с другим человеком. Вы не с этим. Не с пажом. У вас более мудрый, адекватный человек, семьянин. Да, который не мечется и никого не всаживает в эти качели. Давай покачаю тебя. То есть он знает, чего хочет. Мудрый человек. Возможно, даже как наставник, учитель в вашей жизни. Вот такой к вам идет человек. Вы будете закрываться от этого пажа, который придет в вашу жизнь. Вы не хотите, вам не интересно. Возможно, даже да, здесь кто-то включит игнор в сторону человека. Игнорировать будете. Возможно, в чем-то будете препятствия ему делать, чтобы он не появился в вашей жизни. Препятствовать как-то. Я вас вижу, что вы уже в паре будете с кем-то, когда человек придет. Но человек не просто придет, приедет, возможно. Сразу гром гремит. Очень сильно переживает, возможно, даже плачет. Опять этого человека показывает. Смотрите, человек плачет или, да, сожалеет о чем-то, что не ценил, любит. Он говорит, я тебя люблю. Он ночами не спит даже. Он где-то вас видит. Он где-то вас видит. В интернете, возможно, да. Он видит, я говорю, ваши какие-то ресурсы, потенциалы, чего-то вы достигли в этой жизни, достижения. Локти кусает. Да, он видит, что вам хорошо и без него. Возможно, даже когда вы от него ушли, уже на тот момент он почувствовал, что вам намного лучше без него. Когда вы сразу ушли.
что вам и так неплохо. Это за дело, за живое. Надо же страдать, надо же слезы проливать, понимаете, надо же на дно идти. Вот так вот, как, да, вот такие вот мужчины думают. Вот тогда я ручки потру и скажу тебе еще побегай, побегай, да. Вы же не ослик за морковкой бегать. Так, смотрим еще дальше. Что еще нужно услышать? Копите деньги, держите деньги, не тратьте деньги. Вот так хочется сказать. Здесь у кого-то, знаете, вот как будто бы у кого-то ваши могут быть деньги, и их надо взять. Или вы у кого-то можете хранить деньги, вот кто хранит у кого-то, их нужно взять, иметь у себя, синица в руке, нежели журавль в небе, понимаете? Вам деньги эти нужны будут. У кого-то вот показывают мужчина в возрасте, может быть, да, и у этого мужчины ваши деньги, ваши ресурсы. Их нужно взять, не хранить там. У кого-то показывают вот именно где-то ваши деньги. Давайте по императору возьмем это вот как большое хранилище. Это слово может быть даже банк. Это может быть какие-то инвестиции. Это может быть даже важный человек в вашей жизни. Это может быть отец. Но эти деньги должны находиться в ваших руках. Не где-то там или не потом. Нет, сейчас. Здесь что-то идет такое в вашу жизнь, когда важное. Что-то идет в вашу жизнь. Где деньги очень даже пригодятся. Здесь может касаться это как-то детей. Или вот знаете, если вы их не возьмете, вы их потеряете. Здесь даже может быть место хранения ваше изменится, что принесет наоборот вам доход. То есть вы там заберете, но куда-то это вот положите, не просто положите, например, а положила под проценты. Собирать будете урожай, хороший урожай. Иначе ситуация дойдет до какого-то тупика или просто не отдадут вам. Какие-то ваши накопления, может быть, сбережения. Может застрять. У меня показывают у кого-то транзакции. Вот знаете, вот идет, да, вроде как должно прийти, а вот ждите. А это ждите уже длится какое-то время. Смотрите. Тут еще одна женщина какая-то, родственница, может быть, на вас в чем-то, вы знаете, обижается, или вот есть какое-то недопонимание, вы как будто бы старше, она младше, но вы в чем-то круче, у вас что-то получается, но вы не можете подсказать, хотя она является вам какой-то близкой, вы не можете ей протянуть или руку помощи, всем помогаете, да, а ей нет. Притом вы о чем-то знаете, но не договариваете. У вас, ну да. Притом все ссылки на то, что мы же семья, или я же твоя сестра, или вот какое-то такое, да. И вот ты сидишь на месте лучше, и ты должна мне в чем-то помочь. Вы понимаете, вы какой-то вот даже между родственниками держите определенно какой-то вот баланс тоже, да, и у вас тоже присутствуют какие-то люди, которые, например, которым вы не хотите что-то рассказывать, не хотите делиться, да, то есть мы все взрослые уже люди, каждый заботится, да, о себе сам. Почему я должна, если я родственница? Я могу и не быть должной, правильно? А вот здесь от вас вот как, знаете, такая даже обида идет, как в какой-то степени требования от вас, чтобы вы что-то дали, потому что вы имеете больше или у вас есть какие-то знания, но вы ними не делитесь с этим человеком, да, и человек из этого злится.
Хотя ты уже взрослая, да, включай тоже голову, иди учи, как учила я, например. Но почему я должна помогать? Я же не мать Тереза всем помогать. Ну и что мы родственники? Что теперь, в 3 шкуры драть, если родственники? Да, какое-то такое по типу должна. Королева заняла какое-то высокое положение, сидишь, но помочь не можешь. Вот так вот думают. Или добилась чего-то, но ты не можешь мне помочь. Вот какое-то такое отношение. Бывает, кстати, от родственников даже хуже отношения, нежели от чужих и незнакомых людей. Да, и такое бывает. Или родственники хуже врагов. Да бывают даже родные, сестры, братья, враги. Или родители, дети тоже бывают вот как враги. И вот здесь, да, такое, что если вы уже связаны кровью, то все, вы должны там помогать, если вы чего-то добились. Вы пришли к финишу первой, так вы должны протянуть тогда и того человека, иначе обижусь. Ну, уже обиделся кто-то там. Обиженных в воду возят. Не на кого-то надо обижаться, а на себя, да. А лучше всего взять книжку в руки и поучить чего-нибудь. Так, как вы к этому пришли. А не обижаться. Вы уже, кстати, на какой-то финишной, на самом деле, полосе. И переросли уже себя. Переросли. Все возможное делала и добилась чего-то. Вот так вот. Откроется скоро какая-то тайна о каком-то мужчине вам. О каком-то тайна. Мужчине. Нет, здесь откроется чье-то, кто вас любит. Тайна, но здесь что скрывает этот человек? Скрывает человек чувства. Возможно, даже человек сам как-то или признается, или через какие-то лица дойдет информация, что вы нравитесь этому человеку. Также ждите подарок судьбы. Здесь момент каких-то получения приятных новостей, крупных подарков или денежное вознаграждение. У кого-то даже может как повышение быть. Боятся вас потерять кто-то. Страх такой, потому что, ну, знаете, из-за чего здесь вас кто-то боится потерять, потому что вы вот или кормилица, или хорошо зарабатываете, у вас можно денежку попросить, да, такая женщина в ресурсе. Из этого человек боится вас потерять, есть страх и сомнения, да, даже вот больше его одолевает, что вы скоро-скоро вот-вот уйдете или ускользнете от него. Возможно, даже человек может не спать ночью. Какие-то думки, да, синяки под глазами и так далее. Но нет, здесь чувства тоже есть. Есть чувства. Но и деньги тоже. Или что-то связывает вас. Да, здесь могут связывать деньги. Это, скорее всего, даже ваш мужчина, с которым вы проживаете сейчас. Чувствует, что отношения могут завершиться. Или же вы обманете, уйдете к другому. Строить свое какое-то счастье. Возможно, у вас уже кто-то есть, да? Он думает, что у вас кто-то уже есть, с кем вы счастливы или кто вас наполняет. Но он не хочет терять что-то. Или ипотеку, да, или еще чего там, или разделение имущества. Вот не хочет. Нажито было с трудом, сложно. У кого-то здесь момент такой идет, что вы, не знаю, почему-то... Откуда у вас деньги, да, или откуда вы так что-то вы имеете, получаете, или да, на вас видно это, или покупки какие-то, подарки, посылки, да что угодно. Откуда у вас деньги? Вопрос. Также человек считает, что вы неправильно распоряжаетесь финансами. В то же время думает, что кто-то со стороны вам помогает, спонсор. У вас, кстати, уже не один человек думает, что вас кто-то спонсирует. На работе могут думать, что у вас спонсор.
что вы не упустите шанс, возможность от другого мужчины. Почему-то думает, что вы любите... Этот мужчина думает, что вы любите красивых мужчин. Или у вас мужчина какой-то есть, который красивее него. Фигура, тело, о теле думает. Потому что имеет какие-то свои, возможно, комплексы. Да, что у вас кто-то на стороне есть там. А вы, знаете, этого держите как запасной вариант на всякий случай. Вытирать ноги. Вот так вот он думает. Что будет какой-то скандал. Что если я застукаю, будет скандал. Или что если я узнаю какую-то информацию, будет скандал. Это могут быть даже... Это может быть мужчина, с которым вы уже сейчас в отношениях. Вы в кого-то влюблены, потому что вы странно выглядите как-то. Да, вот по вам не скажешь, что вы в грусти, в печали. Вы проецируете этому человеку, что у вас все хорошо и даже лучше. Вот как-то так. От вас идет. Человек думает и делает себе тем самым больно, что у вас кто-то есть. Да, что вас кто-то еще кормит. Он, знаете, смотрите, тут такая ситуация, что у вас кто-то есть, и ему противно от этого, да, и хотя может никого не быть, но он думает только, что у вас подозревает, что кто-то есть, потому что вы слишком или улыбчивые, или у вас все хорошо, или у вас какие-то новые покупки. Далее здесь такой момент, что если она ко мне подойдет, то есть вы подойдете к своему мужчине, не с которым вы втихую там, как он думает, а к нему, то он вас не примет, потому что ему противно, что вы были где-то с кем-то с другим. Понимаете? Он считает, что еще что, смотрите, вы откладываете где-то деньги на стороне, прячете, возможно, на что-то более лучшее, на лучшую жизнь. Тут кто-то, знаете, вот даже неспокоен. Если вы в отношениях сейчас с кем-то находитесь, в семье с кем-то, то этот человек неспокоен за ваше будущее. Он даже вот-вот чувствует, что будет какое-то расставание. Блюдит за вами. И на этом, знаете, вся его голова. Хочется думать о работе, о делах, а думается о том, что вы можете, как говорится, его обойти и уйти с другим. У вас есть какие-то возможности еще, вот, знаете, уйти от него или куда уйти, у вас есть какие-то варианты. Притом вы, возможно, скрываете варианты эти. Да, такая, вы, кстати, он чувствует, что вы ему не доверяете, ему за это даже скорбно, больно, как-то неприятно. Он что-то почувствовал, что вы ему не верите. Кстати, показывает, что удача у вас в руках. Какая-то удача у вас в руках, возможность у вас в руках. У вас, кстати, есть решение сейчас или двигаться вперед, или вот остаться в том, в чем вы сейчас. Но если что касается пути, переезда или дороги, то здесь время вот позадержаться, остановиться пока, не время. Иначе, и если вы даже поедете, что-то остановится или не даст вам поехать. Вот, например, как отменили рейс, да, бывает же такое. Отменили рейс. Оно получится потом и в наилучшем варианте, я скажу. Даже у вас будет на предоставление вам нескольких вариантов, и при этом все будет положительно. Сейчас переждите. У кого-то здесь момент, что вы что-то выгоднее получите для себя.
но им намного больше, нежели бы вы сейчас ринулись куда-то. Что-то может даже как подешевеет билет, или для вас будет более просторный путь, или свободный, вот легче вам будет. Или вы битком бы ехали, или вы поедете одна в комфорте, спокойно, да, здесь какое-то такое спокойствие идет. О вас очень много сплетничают. Говорят, что вы такая таинственная, загадочная. Решились на что-то, так хочется знать, у кого-то есть любопытство, на что вы там решились. И на вас обижаются, что вы не договариваете информацию. Кстати, здесь несколько человек общаются о вас. Возможно, да, во время, когда или отдыхают, или во время какого-то спокойствия, ну, обед, например, обеденный перерыв. Это могут скорее на работе быть люди, которые вас активно обсуждают. Ну, считает вас вся такая правильная, пытаетесь кого-то учить, на самом деле внутри вас живет дьявол. Вот какая-то вот такая. Так могут думать. Сама себе на уме. Из вас очень сложно вытащить вообще информацию. И никто никогда о чем-то не узнает. У вас, кстати, есть свои какие-то тайны, о которых даже близким вы не расскажете. А не то, что там чужим вообще людям. Также здесь могут быть разговоры о вас и о ваших деньгах на работе, о ресурсах, о покупках даже. Да, ну вы такая крутая императрица. Кстати, считаю, что вы, знаете, мните себя королевой, или же одели корону, или для вас какие-то вот плюшки, поблажки, да, вот что-то такое. И то, что на самом деле, да, почему им так не везет в этом, да, есть доля, или вам должны меньше тогда платить, да, или всем должны платить, но одинаково. Тоже мы работаем, мы заслужили. Вот какая-то, знаете, и зависть, и с другой стороны считают люди, что это как-то несправедливо по отношению к ним, что вам больше поблажек. Хочется сказать слово за красивые глазки. А вы же ничего не делали для этого, вот как-то так. Или особо не напрягаетесь, работаете. А они пашут. Из этого не очень хорошее могут мнение, отношения быть. Да, тут такое еще любопытство раздирает, как у вас дома, как у вас в семье, как у вас по финансам, да обо всем здесь могут болтать. Но у них только какие-то домыслы, у них нету четкой какой-то информации о вас. Хотя интересно, хотя, да, хотелось бы знать, но нету информации. Вот такой вот был сегодня у нас расклад. И спасибо всем, кто был сегодня с нами на раскладе. И до встречи в следующих видео на канале Веда Скара.